озере мы ночевали первую ночь, приехав в Чувашию. А сейчас мы едем дальше. Республика Мариэл. Я вас приветствую всех на нашем автопробеге Дружбы народов. Сегодня 29 мая. 2 дня мы побыли в Чувашии, в очень прикольном месте. Посмотрите, кто не смотрел предыдущие серии. Этнокомплекс Ясно очень здорово передает культуру, вообще традиции народа Чувашии. Ну, мы только выехали, поэтому я еще на впечатлениях, на эмоциях. А так мы двигаем дальше. Мариэл, нам ехать где-то, навигатор показывает 2 часа. Расстояние отсюда 123 километра. То есть мы от города Чебоксары находимся где-то в 30 километрах. И дальше за Чебоксары мы едем уже в Йошкар-Олу. Ну, в ту сторону. Мы пока, на самом деле, импровизируем, сидим друг друга. А что дальше, что, куда, как мы, что мы? А жизнь покажет. Да. Мы решили, что вот нас привела судьба, вот позавчера сюда, в это место, поэтому еще куда-нибудь приведет. Погода у нас. Главное, говорю, доехать, а там посмотрим на месте. Да. Когда что. Погода очень необычная. Идет и дождь, и солнце светит, и так вообще. Слепой дождичек. Да. Вот где сегодня будем ночевать, тоже будем смотреть. Либо в машине, либо на природе, либо где-нибудь еще найдем. Вот мы с вами въезжаем в столицу Республики Мариэл, город Йошкар-Ола. И встречает он нас таким вот стелющимся туманом. Не смог не остановиться. Рыбаки рыбачат. В каждом городе есть площадь Ленина, наверное. Вот мы находимся на ней. Площадь Ленина, и вот она находится возле драматического театра имени Шкетана. Какая тут интересная архитектура. Домики на набережной, смотри, это что такое интересное? Ну, торговые, как будто бы. Такие. Вот перед нами открывается вид на Благовещенский собор. Очень похожий по своей архитектуре на московский собор Василия Блаженного. Александр Андреевич Келлер. Сейчас мы с вами идем по Театральному мосту. Здесь даже в это время много людей гуляет. Я думал, что мы ненадолго выйдем, но тут что-то нас затянуло, все, идем. И вот ноги немножко подмерзают, хоть и потеплело. Сегодня днем уже было 18 градусов. Но тут, на удивление, такая очень приятная прогулочная зона. Ну, не то, что на удивление, я вообще не знал, как и что. Мы же импровизируем, едем по факту, но здесь прям здорово. Архитектура такая, какая-то вот, я даже не знаю, какой-то стиль такой европейский назвать всех этих домиков. Очень-очень приятный сюрприз к вечеру нас ждал здесь. Да, очень приятно здесь было прогуляться. И территория, на самом деле, еще дальше, мы не дошли. Сейчас, может быть, проедем еще посмотрим, как там в тех местах. Но, на самом деле, наша задача найти что-то более углубленно культурное, то есть что-то более народное. Здесь народность марийцы проживает. И, наверное, более такое культурное, народное можно найти где-то в деревнях. Вот наша цель – попасть в какую-нибудь деревню. Но это будем делать завтра. Эх, жалко, мы не нашли проводников на сегодня. Ну вот смотрим по картам, это вот Царево-Кокшайский Кремль.
проезжаем. Но что меня больше всего поразило, посмотрите, какой рядом с ним напротив жилой дом находится. Первые этажи просто удивительно сделаны. Я пытался посмотреть, что это, но я не понял. Герои сказок. А внутри обычный жилой двор. Оделись потеплее, решили прогуляться. На самом деле атмосфера такая вот как-то вот располагает к этому. У меня такое чувство сейчас приятное, как будто мы где-то в курортном месте. Это вот бульвар Победы. Вот там мы ходили вот через мост и вот сейчас переехали на эту сторону. Ну, пешком ты тоже проникаешься по-другому в место, в которое ты приезжаешь. Вот традиционная надпись. Я люблю Ёшка Орла. И дальше парк культуры. Сейчас посмотрим, куда нас приведут ноги. Но атмосфера, я вам скажу правду, я что-то вот прям вот проникся. Здесь так здорово все благоустроено. И запах такой от кафешек, еды. Мы как раз голодные еще идем поесть, где-нибудь надо найти. Заметили, что много индусов здесь, кстати. Вот мы сейчас пока гуляли, прям они компаниями ходят. Видимо, тут какой-то институт есть дружбы народов. Может быть, даже такой, да? Монумент памяти жертв радиационных катастроф и аварий. А напротив монумент павшим воинам афганской войны, насколько я понимаю, 79-89 год. Мы не забудем вас, ребята из Афгана. Тоже здорово. Спасибо этому городу за то, что здесь есть такие монументы, памятники. Вот здесь бульвар Победы, мы проголодались, зашли в кафешку, и так нас здорово здесь встретил хозяин. И вот Артем нам приготовил очень вкусную шаверму, спасибо большое. Да, не за что. Вам спасибо. Еще привет передаю якутскому народу и с праздником всех с наступающим, как говорится, от всей души. Спасибо, спасибо. Мы поехали дальше. Счастливо. Будем здесь, еще зайдем к вам обязательно. Сегодня нам не повезло найти лес нормальный, мы уехали куда-то за город, там грязище, что-то как-то не очень. После дождя все размыто. В итоге... Сейчас на заправке. Опять на переднем сиденьях будем ночевать. Ну что, Коль, мы уже привычные, да? Спать так. Ну, хотелось бы, конечно. Вот идеальное, конечно, озеро было, да? Ну вот я искал, ты же какую-нибудь природу. Ну, а тут что-то сегодня как-то... Ну, бывает и так, а что поделать? Ну, тут территории такие. Мы просто поехали в сторону Казани, но думали, что, может быть, где-нибудь по этой части будет какие-то деревеньки, может быть, туда заедем. Но в итоге там поля, грязища. Сейчас заехать не пойми куда там. Навозный запах. Да, вышли куда-то, да, думали, может быть, здесь, и там вонь такая стоит навозная. В общем, поняли, что оптимальный вариант просто на ближайшую заправку. И все, сейчас поспать, уже не метаться, а с утра уже решить, куда ехать. Будет день и будет пища. Да. Так что всем спокойной ночи. Ну, в этом-то и прелесть тоже путешествия, Да. приключений. Романтика. Испытано на себе. Сегодня, после нескольких дней дождей, погодка прям радует. Поспать, конечно, было сложно, солнце прям пекло. Именно поэтому я хотел вчера где-то в лесу встать, а не вот в таком вот аутентичном месте. Но зато есть заправка, сейчас можно там умыться и подумать, куда мы едем дальше. Потому что тут мы пока понедельник, неделя, мы нескольких человек нашли, которые могли бы нам показать что-то такое. Там есть дома традиционные, марийские, но все закрыто, сейчас не работает. Там кто-то уехал, кто-то не... Ну, там еще картошку сажать, поразъехались люди по деревням. В общем, нам пока не найти, куда поехать.
Река называется Малая Кокшага. Фирменный омлетик. Чувашское молоко домашнее. Вчера нас угостили. В Ясне еще 2 полторашки нам дали еще молока. Ну, всем приятного аппетита. Вкусно? Маме на сало еще доедаем. Мама сама солила. Питательный завтрак. И сытыми уже будем думать, что делать дальше. Вчера парковка пустая была, сейчас офисы все заработали. Машин уже гораздо больше. Нашли вот гостишку недорогую. Парадис. От центра недалеко. Ну, соблазнились самыми выгодными ценами на номера, там 1600 минимальный. Но, конечно, когда приехали, нам предложили за 2000, там раздельные комнаты, рабочая зона, получше получается. Хотя предложили еще и люкс за 3,5 с хамамом, но это мы уже решили, что сверх наших расходов уже будет. А так, в принципе, тут приятненько на сутки поработать вполне хватает. Вот такой вот номерок у нас. Вещи стираем. Тут можно стираться. Вот здесь сейчас я буду работать. Моя спальня, рабочая зона. Здесь Колю положим. И вид у нас шикарный. Прямо на машину. Это тоже хорошо. А, кстати, поклеить может. Да, можно и вечером. это сам наклейки. У нас еще есть наклейки, которые мы не наклеили. Поздно. Надо сделать. Все. Помыть, кстати, ведро можно. Санузел. Друзья, как все-таки интересно, цепочка событий получается. Мы вот сняли гостиницу. Здесь приехали, просто по карте посмотрели, какая там подешевле была. Приехали, очень хорошая гостиница, очень душевно, нам понравилось. Поехали из гостиницы в город. И из нее выезд, вот был один, я его пропустил, по навигатору ехал и поехал в другой. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я живу в городе Йошкар-Ола, я представляю народ Мари, работаю в газете «Марийская правда», желаю жителям Республики Якутия-Саха крепкого здоровья, счастья, мира, добра. Поздравляю вас с столетием Республики и наступающими праздниками Эсэх. Пока. Испытано на себе. Друзья, я вас приветствую на нашем автопробеге Дружбы народов. Привет. Мы с Николаем едем сегодня по республике Мари-Эл. Выехали из города Йошкар-Ола, столицы республики. Едем мы в деревню Старая Крещина. Находится она где-то в 30, там даже 20 километров от Йошкар-Олы, к ремесленнику Виталию Николаевичу Кудрявцеву. Он представитель народа Мари и, соответственно, сможет нам как раз рассказать и погрузить в культуру своего народа, то, что нам и нужно, что мы ищем в первую очередь. И мы думали, что уже ничего не получится, на самом деле сняли отель в городе, и я собирался сейчас монтажом заняться, но когда нам предоставилась такая возможность, мы не смогли от нее отказаться, и вот сейчас едем за город. Погода сегодня отличная, места вокруг просто шикарные, природа, леса, поля. Вот, мне кажется, этот домик, он с краю деревни находится. Здравствуйте, салам лиже. Вы сегодня, значит, приехали, вы находитесь в Мари-Эл, республика Мари-Эл, Аршанский район, деревня Старая Крещина. Значит, вот этот дом, он тесно связан и с Шкетаном, и с его главным романом Эренгер, «Утренняя река», вот которая вот прообраз, это внизу у нас река Малая шла. И, значит, все действия этого романа происходили в этом доме. Этот дом построен в 1926 году во время НЭПа, новая экономическая программа была,
Хозяином был Макаров Александр Александрович. Внизу вот здесь у него была лавка, и на реке была шерстобойка и водяная мельница. А вот наверху на мезонине, тут еще балкон раньше был, во время войны жили эвакуированные из Ленинграда. Дочка вот этого дяди Саши, дом, ну, когда новую контору построили, выкупила вот этот дом, потом она продала, ну, той хозяйке, у которой этот дом, в общем, достался мне это в 2013 году. Хотя я родом с соседней деревни, ну, судьба покидала везде, значит, но вернулся на свою историческую родину, и вот и мы вот сейчас развиваемся как ремесленная усадьба. Ну, мы показываем мастер-классы, к нам приезжают, делаем экскурсии, значит, и у нас есть гостевой дом. Ну, там же и другая инфраструктура. Это первый стеклопакет двойное остекление, то есть оконная рама, первое стекло ставилось на штапик, а второе в паз. Видите, там еще одно стекло. То есть на одной раме 3 стекла. А вся фурнитура, вот эта вся фурнитура, да? Ну, это ставни были, вот это все кузнечная работа. И вот это еще закрывалось вот так. Тут бревно было, оно сгнило, я его кирпичом заложил. Вот туда засовывалось, и там засов был. И по роману вот эту лавку скрыли, как будто бы. И тут еще в лавке был подземный ход, который выходил к реке. Сейчас там у меня мастерская, зимой я там плету. Ну, пойдемте посмотрим. Тут дверь была низкая, вот до сих пор была. Я ее увеличил, а то люди бились. Так. Здесь у нас, значит, уже сейчас все современное, отопление, горячая, холодная вода. Вот на этом месте, говорят, был этот подземный ход, который уходил. Я его не видел, не стал копать, потому что 100 лет прошло. Но здесь я плиту. У меня обработка там идет, плиту здесь. Это корыто для замочки прута. Но у меня очень много механизации. Все можно механизировать, кроме самого процесса плетения. Ну вот буквально вот сейчас позавчера, сейчас, наверное, нет, замочить надо. Вот буквально вот делаю реконструкцию сундука. Сундук это будет, тут ручки будут такие. Ну, вот. И тут у меня есть еще маленький, очень интересный раритет. Это шомпольное ружье. Ижевский Захаров по интернету я узнал. 1890 года. Серия тут одна из первых. Шомполки обычно бывают одноствольные, с гранеными стволами, а это двухствольная. Шомполка почему? Тут заряжается как? Вот тут был шомпол, сперва насыпали порох, потом пыш трамбовали, потом заряд, потом трамбовали, потом сюда присыпали порох, вставлялись пистоны, ну как капсуль. Но так как по закону об оружии пистоны сейчас не выпускаются, то есть боеприпасы к ним выпускаются, но не считается уже оружием, то есть его конфисковать нельзя. Ну, это у меня средства малой механизации. Вот это, ну, станочек. Я ленту, допустим, когда делаю, вот берется вот такой колунок, вот обычно, и я его раскалываю. И то сейчас это механизированно можно все сделать. Вот я его разделил на 3 части, а раньше все это делалось вручную. Вот это еще сердцевину доставали, еще 2 полоски делали. Но этой технологией я владею, но это очень муторно. И вот такой станочек сделал. Вот. И вон получается, что. То есть могу потоньше сделать, могу потолще сделать. Вот получается. Да? Да, тут несколько ступеней. И получается вот такая лента. Вот потом вот сундучок-то как раз из этой ленты и плету. Это вот я сегодня прочистил. Весенний соковый пруд называется. Ну, чтобы пруд хранился, его надо высушить. А когда весенний пруд вот так на солнце стоит, он отбеливается. Вот как раньше вот ткали ткань, да, льняную. Потом в марте, скажем, в апреле на снег его ложили, чтобы он отбелился. Ну, то же самое. А что из него потом? А потом все, что угодно. Это вот сегодня я наработал столько мусора. Это я очистил его, вот это, кору. Но кору раньше снимали все вручную. Сейчас я процесс тоже механизировал. Вот у меня станок стоит. Вот станок, тоже самодельный. Окорочный станок. Раньше это все делалось с помощью щемилки деревянной. Потом щемилка появилась вот такая вот, ну, удобная. А это я на ней, она барабан крутится, пружинками зажимает, и вот эта вся кора вылетает. Ну, ребята назвали ее шайтан-машина. Такая. Она опасная. А пруд я варю, раньше люди, ну, любители в кастрюлях варят, парят там квартиры, то все. Я это давно прошел, у меня сейчас все
механизировано. Вот у меня парогенератор. Вот эта труба стоит вот здесь внизу, вот так под углом. Сюда засовываю пруд осенний. Вода закипает, пар перегретый идет сюда. Могу с обратной стороны пустить. А потом отсюда вытаскиваю и на этой машине, как говорится, прочищаю и потом сушу. Сухой пруд хранится хоть 100 лет, только в сухом помещении, и чтобы солнце не попадало, чтобы не выцветало. А вот это шедевр. Сейчас я спущу вам его. Это долбленная лодка. Сейчас. Смотрите. Вот она делается, мы сняли фильм, у меня на странице есть фильм «Тагана Пуш» называется. Цельный ствол диаметром от 45 сантиметров, значит, выдавливается топором вот тем. А чтобы, когда долбишь круглое бревно, чтобы насквозь не выйти, значит, просверливается в шахматном порядке отверстие. Туда вставляются дубовые пробки, ну и дерево другого цвета 2,5 сантиметра. Вот они видны, да, вот эти пробки. Забиваешь снаружи, потом, когда топором чешешь, значит, это все, как только до пробки дошел, значит, дальше чесать нельзя. А потом, оно такое круглое, вычесываешь. А потом самая магия, это когда его расширяешь, то есть паришь. Делаешь 3 костра, на поперечину ложишь. Сперва и с внутренней стороны огонь. Тут много помощников с тряпками, с швабрами стоят. Замачивать его, пропаривать, чтобы он не сгорел. 15 минут на одной, потом переворачиваешь 15 минут на другой, потом 15 на другой. И тут главный мастер стоит, тут доски ограничители, там ограничители. У него в кармане вот такие скобы, если трещина пошла, он сразу, только трещина пошла, он берет эти, с кармана достает и топором забивает вот эти гвозди. Чтобы расширять, значит, вставляются еловые ветки. Но это технология отработанная. Значит, мои друзья из Эстонии включили вот эту долбленную лодку в культурное наследие ЮНЕСКО. Смогли. Они приезжали ко мне специально изучать нашу лодку. Один из них даже защитил диссертацию по долбленной лодке. Вот у меня есть такой друг, Айвар Рукель. И сейчас у нас в Европе было уже много видеоконференций. В этом году в Новосибирске будет сбор строителей долбленных лодок. И там будут строить. Я, наверное, к сожалению, не смогу. И опять вопрос возникает. Вот смотрите, весла. Вот весло это сидя ездить короткое, это стоя. Теперь, для чего вот это отверстие в весле? Нет. Пока один человек правильно ответил за все года, 16-го года. Это загадку хочу дать это на передачу «Что, где, когда». Вот думайте, вот для ваших подписчиков загадка, для чего вот это отверстие в весле. Вот тут тоже, на этом весле тоже такое отверстие есть. Вот. Для чего? А это мастерская. Вот. Шотна. Это вот как раз те игрушки, вон как раз делаю, склеил ручки. Еще их обрабатывать надо, просверлить и шарики крепить. Это называется русская пальма, ее прозвали. Это плетеные деревья из ивы. То есть вот эту листву надо убирать, а вот здесь будет она потом как куполом формируешь. Она потом будет все толще, 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 потом впиваться в друг друга. И, короче, назвали русской пальмой. Я, значит, стихи не пишу, но рифмую. Я про них вот так написал. Дерево пальмой зовут, и в России их плетут. Скоро будем масло гнать. Нас умом ведь не понять. Ну, имеется в виду пальмовое масло. Вот, можете присесть. Вот из этого ствола мы сделали эту лодку. Это у меня место для раздумья. Вот сосновый воздух, тут земляника дикая цветет. И вот река шла внизу, видите? Вот это внизу идет дорога к мельнице шла. Там перекат, а там с мельницы раньше прыгали с крыши вниз головой. Вот такой умут был раньше. Вот этому дубу больше 100 лет. Есть фотографии 30-х годов, где еще только один ствол был. Это финский грильчум. Заходите. В чем его преимущество вот этой беседки? То есть зимой, когда метель, вьюга, шашлыки надо пожарить или просто около костра посидеть. Тут ветра нет. То есть это очаг, в Финляндии просто это бетонное кольцо стоит. И вот такой зонт. А тут у них шкуры оленей лежат. У меня оленей нету, коровы не выйдут. Смысл такой, вот это, значит, можно поднимать, опускать, вот фиксируется. Можно поворачивать. Сюда садится семиведерный котел или казан. Сюда можно вот эту решетку положить, гриль-решетку. Почему и называется вот это положить вот сюда. И можно просто шампура положить. Или просто сидеть около костра. Вот тут костер развел, сидишь, лучевое тепло попадает. Вот относительно вот то, что начали мы про экологию, да? Начал я тут строить дровяник.
и росла вот такая красивая сосна. И мне говорят, мешает же, сруби. Я говорю, он столько лет вырос уже, шишки это дает. Я что сделал, смотрите. Я вот сделал отверстие. Теперь смотрите, что случилось. Дерево стало квадратным. Оно живое, но квадратное. Баня у меня хитрая печка. То есть пар же бывает сухой и влажный. А у меня и тот, и другой. Смотри. Тут фишка в чем? Ну, топимойка это всем известная, да? Дым идет, камни нагреваются, туда дым не попадает, это получается влажный пар. Это вот классическая топимойка, да? А вот это баня по-черному получается. То есть здесь у меня камни, габра, это корейский гранит. Это вот с Пермского края камни. То есть здесь дым идет. Дым идет, значит камни нагреваются и, ну, просто сюда дым не выходит. И когда сюда кидаешь пар, это влажный пар. А когда сюда сухой пар. И тут же в камнях сажа. Сажа это что? Это активированный уголь. То есть вон она все вылетает, вон это сажа, да? И когда человек дышит вот этой сажей, он попадает ему в легкие, и он как активированный уголь, вот это весь твой организм очищает. Вот почему говорят, баня по-черному, она полезна. И тут вроде пара-то мало выходит, но до костей как бы пробирает. Когда особенно поминальная баня, вот в баню я прихожу, первый приходит мужчина, значит, я в баню прихожу, я замачиваю веник, и веником по палатям, вот, значит, такое действие делаю, ну, пар кинул, и стучу по палатям. И созываю всех умерших мужчин обычно, мужчин. Вот, мол, сегодня такая-то, завтра такой-то праздник, сегодня мы вам баню затопили, приходите, мойтесь. И вплоть до того, что говорим, ну, всех созываем, всех по именам, кого помним, кого, и говорим, даже кого мы не позвали, или даже у кого-то уже родственников нет, их тоже с собой сюда приведите, и пусть они помоются. А нам в жизни, значит, также вот говорят, Боже, помоги. Мы не говорим, Боже, помоги. Боже и старые люди нам помочь не могут. Они могут нам сделать удачу. Ну, чтобы способствовать этому, скажем так. Дюйном, что же он по-марийски называется? Дюйн это, ну, как тебе сказать, ну, чтобы все удачно сложилось. А помочь они физически не могут. Только способствовать, чтобы все было хорошо. Да, это мы сами создаем свое это. Это у меня хранилище материалов. Вот там лежит лыка, здесь ива. И, значит, ива в стеллажах, они у меня калиброваны, ну, как бы отсортированы. И каждый год я меняю цвет нитка. Видите, тут желтая, тут вот синяя, чтобы не путать, какого года это урожай. Главное условие, чтобы не было света, чтобы, а то если со светом наружной будет от солнца выгорать, внутри будет светленькое. И чтобы все проветривало, чтобы не было сырости. И она может годами храниться, а потом переработать замочил и все. И с каждым годом я их, ну, как бы не перерабатываю, не успеваю. Испытано на себе. А можете пару слов вот о якутской? Ну, то, что вы сказали, что вот ваша религия чем-то схожа с вашей якутской? Ну, не только с якутской. Вот Ханты-Манси, мы с ними общаемся, смотрим вот эти, скажем, Сибирь, вот Тыва, допустим, да, ну там хотя ближе к монгольской, допустим, да, но все равно вот эти курганы камни ложат, да, вот эти к деревьям, скажем, ленточки привязывают. У нас то же самое, вот в Кремле вы видели, там целое дерево стоит, вот это. Ну, мы все откуда-то с одного места вышли, просто это все потом разделилось, да. Вот, и то, что вот, скажем, вот взять Якутию, взять ханты-манцев, да, мы просто сохранили свое родное, не взяли чуждое. По вышивке определяли, какого человек роду племени, где живет, ну, это как паспорт был. Вот. И вышивка идет, значит, по счету, и каждый знак имеет свое значение. Вот, допустим, вот этот знак, вот этот, да, оргамак по-марийски, это мужской оберег. Вот его я могу показать в другой рубашке, там он более выраженный. Вот этот знак.
Вот. Мгм. Ну, это мужской орган оберег. Вот это папаха, она шерстяная папаха, она по-марийски называется тергупш, но его обычно одевают служители культа, скажем так. Ну, у нас сейчас и артисты на сцену одевают, и такое, да. Я его тоже не могу передать другому человеку. То есть я когда посвящение проходил, мне его, значит, Верховный одел, вот я его могу передать только другому карту, скажем. Ну, если историю религии, значит, вести, когда христианство пришло, это волхвы были, да? Русь изначально тоже была языческая. Слово языческие многие путают, ну, как бы для них это какой-то, ну, как Безбожие. безбожие, как африканские вот эти, значит, племена чувствуют. Но слово язычество, оно старославянского происхождения, состоит из 3 слов. Я, зычу, естество. То есть единение с природой. И в Руси были, ну, идолопоклонницы, деревянные идолы были, да? И служителей назвали волхвами. Просто у князя Владимира был конфликт, он власть терял с волхвами, как бы, ну, если так поверхностно. Чтобы власть удержать, ему нужна была другая религия. Вот он принял христианство. Если в то время было сильное мусульманство, сейчас бы и я, и вы ходили бы обрезанные, скажем так. Ну, это так, между строк. Мы не рабы, мы дети Божьи. Значит, у нас идет единение природой. Вот я с природы вышел, в природу иду. Значит, и как бы это... И связь между Богом и нами, мы, допустим, христиане церкви, там у них посредник священник, значит, проводником является вот это купол, антенна, вот это, да, у нас проводником является дерево. Вот. Как-то так. Ну, это я чисто поверхностно, для этого надо вот эту всю философию очень, значит, изучать, знать и трактовать это тоже, ну, я не хочу лишнего сказать. Ну, и у нас нет понятия отмолить грех. У нас есть табу. Вот эти же заповеди, такие же, да, ну, скажем, ну, почти что совпадать. Но есть такое понятие «не греши». В христианстве очень такая позиция «согрешил, замолил, согрешил». А у нас этого нету. То же самое, наверное, у других, вот, ну, скажем, у родоверов, у тех, кто связан с природой. Если наши религии, вот по нашему календарю 7 тысяч какой-то год идет, но у нас было до пятидневка в неделю, 5 дней. Вот субботу, воскресенье не было. Вот, и у нас 7 тысяч какой-то год идет. И у нас цикл не как у китайцев 12, а 32 года. То есть 32 тотемных животных идет. Вот этот цикл, 32 года. Вот. А ну, христианству 2000 лет, извините, а нам были 7000 лет. И Русь, говорю, изначально тоже была... Ну, вот сейчас идет течение родоверов. Вот это как бы возрождается это все. Но тут, я говорю, религия вещь такая интимная, это надо, не хочу лишнее сказать, поэтому тут свои, скажем, каноны есть, и свои правила, свои, ну, это, ну, так, Это понимаем. да. Вот, допустим, я пошел в лес. Прежде чем срубить вот это дерево, я у духа леса спрашиваю разрешение. Я говорю, ты не обижайся, нам вот это дерево понравилось. Мы не хотим тебе навредить, мы хотим из него сделать вещь. И желаю лесу, ты меня спроси, и я желаю лесу, чтобы вместо этого дерева выросло 10 деревьев. Если я иду, собираю лекарственные травы, допустим, я общаюсь с травой. Я говорю, вы не обижайтесь, я лишнего не возьму, я только возьму на лекарства. Если я иду на речку рыбачить иду, я здороваюсь с хозяином реки, лес иду с хозяином леса, я у реки прошу, не так, чтобы там нахапать, а просто чисто для пропитания, чисто для интереса. Если я поймал рыбу, я говорю, спасибо, речка, за рыбу твою, чтобы она плодилась и размножалась. То есть нет, ну вот, издревле, ну, шло вот так из поколения в поколение. Лишнего не надо. Только для того, чтобы, скажем, продолжался жизненный цикл. Вот. Ну, у них то же самое. Согласен? Да? Точно. Да. Он же не будет все, допустим, есть у них оленьи стадо, да, он не будет, или вот охотничьи угодья, он не будет там всю дичь уничтожать. И он все уничтожит, там ничего не будет. Он оставляет. Вот это взял, а это пусть плодится. Ну а марийскую землю мы решили собрать именно здесь.
у Виталия Николаевича. И, кстати, вот так интересно получилось. У меня контейнеры разного цвета, и они идут тут по очереди. И как раз следующий шел белый. А я вот Виталий Николаевич спрашиваю, какой вашему народу больше соответствует цвет? И он говорит, белый. Это именно белый. О, как раз это вот земля, которая... Ну вот в контейнер, да. Я собираю землю по разным регионам. И как раз эта земля, в которой вложен ваш труд, это вот очень символично, на самом деле. Вот, пожалуйста. Благодарю. Вот, да. Я понимаю, у меня родители тоже есть дача, огород. Не хотите взять? С удовольствием. Вон Вот возьмите. не откажемся. Петрушка, Если вон есть лук уже, зелёный. давайте, давайте. Если Ага. завтра надумаете, можете приехать и вон, поработать наверху, переночевать. Да, Я да, вот приеду, вот баню сотворим. Чё. это было бы здорово, да. Мы вот сегодня прикинем, Вот как. Наталья Юрьевна, про нее я вам рассказывал. Наталья Юрьевна, да. Здравствуйте. Она хочет, Приятно познакомиться, она да. хочет А в то Москву уехать к дочери, поэтому вас форсирует огород. Я больше цветы, меньше овощей сажаю, а цветами люблю заниматься. Вот. дожди же шли тоже, да? Да, и земля-то сырая, и сейчас высаживать очень хорошо, потому что земля сырая. Вот, да, и вот завтра собираюсь сажать уже, и капусту досадить надо, и остатки помидоры, кабачки, ну все, что сажаем, и кабачки, и тыквы, и патиссоны, я вообще все люблю, разновидности разные сажать. Вот. Видите, теплица. Как у мамы моей. Вот, Да, да, ну вот видите, вот. А мама-то у вас, наверное, тоже моего возраста. 61-го года. Ну, 66-го, ну, примерно, да, поэтому мы ведь выросли на земле, да, наши родители всегда работали в садах, нас брали в детстве в сады, мы привыкли вот в этом возрасте. Сейчас молодежь-то не особо хотят этим заниматься, потому что в магазине все есть, а раньше в магазине ничего не было, и поэтому мне вот нравится, я люблю заниматься, все сажать, разводить, я и арбузы сажаю, и дыни, вот здесь в основном... Да, вот здесь в основном помидоры. А вот здесь есть теплица еще одна. Сейчас ведь сами знаете, такой климат, что на улице весь май холодно было, на улице ничего не растет. Ну, плохо, растет, но плохо. Поэтому в теплице и зелень, и все сажаем. Вот огурчики, патиссоны сажаю, перец сажаю. А нынче у меня арбузы не взошли, поэтому дыни только вот посадила. Только-только. Вот если бы вы в августе были, я бы вас уже и арбузами, дынькой угостила. Да, прямо растут такие арбузики и дыньки. Все растет, да. Вот. Приезжайте. Это буква еще и руна, да? Ну, так, частично. чуть-чуть стилизованно, скажем, пусть будет. Здорово. Благодарю. Это то, что надо. Пагалами якут саха калык, роду калык. Мы улукумлан тиндан. Кугу пайремдене саламлина и кызыр шыжапышты талайнына, така как мемнан сенин пюртисым арален шогаш, пюртисен пырля илаш, тек таланда мугай юмуда оло, мемнан юмужо, моло юмужо, кодужо пидык пагытышты, тазалыкым, чыла тенан илышты, ешышты, кошмашты, пашашты, чыла сайгына лиже, алал лиже. Уважаемые наши родственники, друзья, россияне, якуты, саха, я вам передаю привет от нашего марийского народа. Мы так же, как и вы, дети природы, мы любим природу, мы живем с природой и желаем вам ваш праздник, чтобы у вас все было хорошо, благополучно и самое главное в это время, чтобы у вас было у всех здоровье, чтобы Боженька вас оберегал в делах ваших, в продвижении, в дороге, где бы вы ни находились, чтобы быть вместе с Богом, вместе с другими народами России. Вместе мы сила, вместе мы на века.